Участники международного форума начали свой день со знакомительной экскурсии по столице республики. Посетили Национальный музей, познакомились с интереснейшими редкими экспонатами Государственного музея. Это поможет гостям лучше понять мировоззрение нашего народа. По выставленным предметам можно многое узнать о культурных традициях и обычаях осетин. Ведь каждый экспонат, как и каждый человек, имеет свою историю. У входа в музей полотна известного осетинского мастера кисти Махарбека Туганова. Картины произвели неизгладимое впечатление на гостей. Они слушали рассказы экскурсовода с большим интересом. Андрей Дёдюа, представитель делегации Абхазии, делится. Такое чувство, как будто я у себя на родине. Такое гостеприимство и уровень организации стоит отметить и поблагодарить за это. Сейчас, например, нас ознакомительную экскурсию провели нам по Национальному музею. В принципе, для меня, как для жителя Абхазии, сейчас историей и традициями меня не удивили новости, но я подчеркнул лишний раз для себя, насколько мы тесны и насколько у нас очень много общего между двумя народами, хотя, казалось бы, расстояния не маленькие, по сути, между нами, но при этом очень многие схожие обычаи, традиции. И я уверен, что и в будущем нас будут тоже связывать тесные взаимоотношения. В ходе ознакомительной экскурсии участники форума побывали и в районах республики. Увидели уникальный храм Пресвятой Богородицы в селении Хитагурово, крепостные сооружения, дворцовый комплекс в селе Дзагина, купольный храм XII века в селе Тигва. Приехала из Приднестровья. Мы воодушевлены вашей природой, вашей красотой, вашей достопримечательностями различными. Люди здесь очень добрые, отзывчивые, нам все очень нравится, и мы рады, что мы посетили вашу республику, посетили ваш город Цхинвал, и надеемся, что дальше мы также привезем к нам домой уйму впечатлений и удовольствия, и расскажем, как у вас тут красиво и живописно. Красота Южной Осетии не оставит никого равнодушным, считают представители Донецкой Народной Республики. Конечно, природа шикарная, великий народ, великая история. Дай Бог, чтобы все было хорошо в Южной Осетии, чтобы военных конфликтов не было. Мы, как страна, которая тоже находимся в стадии военного конфликта, понимаем вас, приносим тем матерям, родителям лиц детей, которые погибли, свои соболезнования от себя. Ну, а в целом, конечно, желаем мира, процветания, экономической стабильности, благополучия, ну и всего самого доброго. Впереди у гостей много интересных встреч и мастер-классов. Работа первого российско-осетинского молодежного форума в самом разгаре. Регина Чирткоева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск «Сегодня».